Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дух Святый, приди, нехай отбудется переменение сердц наших. Божие Слово, нехай собрали. Этого желаем. Сегодняшнее Божие Слово скажет в этом годе, так званом угоdzie Б, який переживаємо в Костелі, 4 тижні подряд, чуємо про те саме. На початок було про розложення хліба, а за ті 3 тижні, а пошли сьогодні так само чуємо, Ісус Христос каже, тіло і кров моє, беріть і споживайте, це єсть, і дасть вам життя вічне. І сьогодні ми чуємо, що шмат хто не розумів. Ісус тільки говорив, шмат хто не зрозумів. Тяжко это мова сказали. Отвернулись и пошли. И Иисус даст питание, чи вы так само хочете повести. Просим, как мы не пробовали зразуметь Божьей таємниці, яка відбувається на этом алтаре и на алтарах всего свету, але как мы очима сердца захотели принять то, что Бог хочет для нас только и выключно добра, незвичайного добра, а вечного того, кто ничего не украдет. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти готую наисвятейшую офиару, якую я справую за померного Викентия, 1 год по смерти, просишь для его радости життя вечного в молодстве небесном. Споведаюся Богу всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Твоей великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь поручайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты
чадо яднаешь души верных в один миг дней на небо. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетаний. Как вся род зменливости этого света мы узносим наши сердца туды, где знойдем правдою радость. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи, благодарить едности Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Аминь. Читание книги Єзуса Навина. В те дни Єзус Навин собрал у Сихеме все племен Израиля и покликал так само старейших Израиля, его керовников и судей и наглядчиков. И стали они перед обличием Пана. И так промовил Єзус Навин до всех народов. Коли вам здається кепским служить Пану, то зробите сьогодні вибір, кому хочете служити. Ті богам, які служили продкам вашим, будучи на другим боку раки, ті богам Амарея, на земле яких ви живете. Я ж и мой дом будет служить Пану. Народ отказал такими словами. Нехай не здариться нам, как мы покинули Пана и служили іншим богам. Бо Пан Бог наш. И Он сам вывел нас и продков наших из египетской земли, с дому неволи. И Он учинил перед нашими вершинами величные знаки. И оберегал нас на протягу всей дороги, якою шли мы, и серед усіх народов, пред яких проходили мы. Тому и мы будем служить Пану, бо и Он наш Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана на всі часи, хвала Його завсюди на моїх уснах. Паном буде говориться душа моя, нехай чують гэта покорные, и нехай веселятся. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Лучше Пана звернути на справедливых, и в уши Его на их крыльях. А обличье Пана супрестых, кто чинит зло, как память предстерти земли. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Язык лічуть і баншує, яд усіх бедов їх вибавляє. Близький Пан для тих, чиє серце змучено, і зламаних духом я збавляє. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Шмат нещастя у праведного, але від усіх його рятує Пан. І он стереже всі його неякості, і ні одне з їх не зламається. Покаштуйте и уважьте, який добрий єсть Пан. Зло забиває грешника, і ненависть
завистники справедливого покараные будут. Пан вибавляє душі слуг своїх, і кожний, хто на нього сподіється, не буде покараний. Пошлюйте и упашьте, яки добрый Господь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, подпорядковуйтеся один одному у боязі Христовой. Жонки, подпорядковуйтеся мужам своїм, як Пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова костюла. Йон – збавця тіла. Тому як костюл подпорядковується Христу, так і жонки подпорядковуються мужам во всім. Мужи, любите своих женок, як и Христос полюбил костел, и отдал себе за его, как посвятить его, очистивши купелью воды условия, как он з'явився перед им славным костелом, який не має плями, ті загани, ті чого-нибудь подобного, и как он был святый и беззаганный. Так повинны мужи любить своих женок, як свое тело. Хто любить свою жонку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свой костюл, бо ми члени тіла Його. Тому покине мужчина батьку свого і маті, і злучиться з жонкою своєю, і будуть двоє одним тілом. Великая таємниця эта, а кажу я удочеренні до Христа і до костюла. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Твое, Пане, есть дух и життя. Ти маєш слово вічного життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла для Иоанна. Слава Тобі, Пане. У той час многие з учнів Єзуса казали, тяжкая гэтая мова, хто може її слухати? Але Єзус, ведаючи, що учні Його не наракаюць на гэта, сказав їм: Ці гэта спокушає вас? А калі убачыце Сына Чалавечага, який узыходзіць туди, дзе быў раней? Дух оживляє, тіло ж на нішто не придатне. Словы, якія я кажу вам, ёсць духом і жыццём. Аднак ёсць між вами тыя, хто не верыць. Бо Jesús ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць. І сказаў: для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму Айцом. З гэтага часу многія вучні яго не адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Jesús сказаў 12: ці вы таксама хочаце адысці? Адказаў яму Сымон Пётр: Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, а мы поверили и познали, что Ты есть святый Бога. Это слово Пана. Слава Тобі, Христе. И снова, братья и сестры, про пожиток честный и вечный, про хлеб, про який говорить Ісус Христос. Где это все отбывается? Ну, в месте, где Иисус Христос робит первый суд, у Кани Галилейской. У Кани Галилейской, памятаем, переменяя
вино в Кафарнаум и переменяя вино у воду у вино. Пробачте, ласка, это будет так само, як пам'ятаємо, апошницю таких поміст учинить, бо буде переміняти то самое вино, удосконаливать его у кров свою. И сегодня символ и памятку гэтага мы переживаем падчас кожнай святой імшы. Бо хто споживає моє тіло і п'є мою кров, буде иметь життя вечне, а я його воскрешу. У апошний день такие слова мы читали так само, пам'ятаєте, тиждень тому назад. И сегодня так само чуем про этот голод. Хто не може їсти? Ну, чоловік, який чимось затруся, як розказував один знайомий, колись пішов на весілля. І побач його ще якийсь мужчина, весь бледний, якийсь там, як що йому передавало. Ну, і всі на весіллі там заїдалися м'ясом, з'їли, принесли на початок суп такий, так званий, там він називається суп помідоровий. І до этого супа принесли такі сухарики. И он не ел супа, он ел только эти сухарики. Когда собирали уже первое дание, сказал, оставьте эту тарелочку с сухариками. Потом принесли другое дание, третье. Что-то сладкое. Все мы заедались этими добрыми речами, какие там были. А он ел только эти сухарики. Чему? Был затрутый. Был чимось затрутый. Браты и сестры, человек не может спожить Пана Бога, когда есть затрутый в середине. Можно быть струтым, можно шукать чогось у Пана Бога. Тільки приходить і їсти ці сухарики. То, що мені потрібно, то, що... А Пан Ісус не хоче кормити тим, що тобі потрібно тільки. Він хоче дати щось більше, хоче, щоб ти наївся на життя вічне, на спожиток вічний. Але що ти там хочеш? Це залежить від кожного з нас. Чоловік, який затруся чимось, він не може нічого спожити. Один чоловік, такий війський, такий слабо навчений, колись его попросили, как он пошел працевать на двор панский. Когда там виконав эту працу, после этой працы тяжкой, отрымал выплату, запросили его так само удобно спожиток, поставили ему каву, хербату и дали вельми смачный пирог такий. Ел и аж заедался, что не мог, такий смачный, что не мог выразить словами. После этого здобрился на отвагу, пошел у кухню и запитал у этой кухарки, какие рецепты этого прихожего смачного пирога. Ну и она дозволила и дала ему. Вернулся он довольный до хаты, принес этот рецепт, дал жонки хатинки. Смачный пирог. Ты не пишу, ты его зроби по рецепту, а поглядишь, смачный. А жонка была скупая. В рецепте было написано 5 яиц, думали, ну что многовато, там только 2. Написано было шклянка сметаны на борщ, может молоком заменил. Было написано мука пшенная, а на борщ там есть мука отруби. Написано было масло шкода, заменил чем-нибудь таким похожим, что чего-то такого не хватает, есть жиром ставить. И спекла этот пирог. Покликала мужа, муж скостился. Фу, какое несмачное. А жонка, бачишь, свое дружбежда ценить, а что я ценишь? Брати і сестри, ну так ёсць, сапраўды, нас Бог хоча нам прыгатоўвае якусь добрый спажытак, а мы не. Гэтыя сухарыкі, гэта тое, што нам затрывае, што нам свет падсоўвае, мы так лёгка гэта спажываем і дзесьці скідаем. Сёння ў кнігі Єзуэга у першым чытанні мы прачыталі дакладна словы, якія задаў Єзуэ народу выбранаму. Езуэ з'являецца тым, хто правёў народ выбраны праз рэчку Ярдан. Быў наступнікам, нашчадкам Майсея, калі Майсей уже навёў народ выбраны да месца, дзе было месцам зямлі абяцанай. Убачыў, бо яму было паслана Бога дадзена за якісь праступкі Майсею, што ты не войдзеш у зямлю абяцаную, толькі убачыш, памреш. Майсей памірае, або там хаваюць, ёсць жалоба гэтых 40 дней. И потом, пока после этих 40 дней, Езуэ говорит, что все, треба ісці у землю выбранную буде до нас патрича. Ложить там 12 камней на способ 12 поколений. Вода Иордану расступается, так само, как море. И народ выбранный проходит через этот поток, никого нема. Речка высохла на этот момент, затрималася.
праз гэтую сухім дне на другую сторону, разам з аркай, якую нясуць перад сабою. І калі ўжо перайшлі, то Ёзуэ прамаўляе да народу, яшчэ нічога не здабылі, Ёзуэ пачынае прамаўляць: як вам здаецца, кепска служыць пану? Так прамовіў Ёзуэ да ўсяго народу. Калі вам здаецца кепскім служыць пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочацца служыць. Ці богам, якім служылі продкі вашыя, будучы на другім боку ракі Ярдан, ці богам Амарея, на зямлі якіх жывеце. Я ж і мой дом будзем служыць пану. І тады народ адкажа: так, мы таксама хочам служыць пану, таму самому пану, які нас вывеў, таму самому пану, які ўчыніў для нас так шмат цудаў, знакаў і так далей. А што тогда патрэбна, каб па-сапраўднаму служыць пану Богу? Трэба па-сапраўднаму аддаць сваё жыццё пану. Адзін казначея, Фрыдрых Майер, калісьці ў сваім казанні ужыў сон, які убачыў. Сон гучаў так, і на казанні ў гэты раз распачаў так, што сяджу я ў пакоі, прыгатаўліваюся да наступнага казання, чытаю святое пісанне, яго даглубляю, раздумваю над ім. І да гэтага пакою, дзе я сяджу, уходзіць пан Езус. І гаворыць да мяне адразу: дай мне ключы ад усяго, што маю. Я выцягнуў, гаворыць, вялікі скрутак ключэй, усе, што маў. І такі давольны аддаў пана Езусу. І ўсё, пан Езус будзе кіраваць імі. Але пан Езус гаворыць: чи гэта ўсе ключы? Так, усе ключы аддаў. Але ты падумай, чи па-сапраўднаму усе ключы аддаў. І тады я припомніў, што так, есть у меня яшчэ маленькі ключ, вельмі маленькі, ад малой шуплядачкі. Говорю: есть у меня ключ яшчэ ад малой шуплядачкі. А мне говорит: принеси мне его таксама. Пошел я довольны по этот ключ. Але і такі довольны вярнуўся. Но гэты малы ключ аказаўся такі цяжкі, так моцна цяжка мне яго было данесці да пана Езуса. Але я вычарпаў усе сілы, але якісьці спосаб, дзякуючы ласцы пана Бога, прынёс гэты ключ і даў пану Езусу. Гэты ключ быў ад гэтай малай шуплядкі, якой з'яўляецца маё сэрца. Праснуўся, гаворыць, я весь мокры у пату, і здаў сабе справу, задаў пытанне, што я яшчэ не ад усяго ключы аддаў пану Езусу. Не цалкам даверыў пану Богу, каб ён змяніў маё жыццё. Браты і сёстры, і сапраўды, так у нас есть сёння, мы прачытаем у Евангеліі, навязваючы да гэтых слоў Езуэкам, што гаворыць пан Езус: ці і вы таксама хочаце адысці, калі ўсе вучні адышлі ад Ісуса Христа? Бо не зразумелі. 4 тыдня мы чыталі пра Божае Слово. Я таксама пра яго нічога не разумею. Пра не слова, а пра Божае цела. Каб я мог вытлумачыць, як гэта адбываецца, там рэакцыя, якая заходзіць у гэтым камуніканце, альбо хосты пасля маіх слоў кансекрацыі, я б вам вытлумачыў. Але нема на гэта тлумачання. Ніякой кнізе не знойдзеце. Але слова веры, якія там і вачыма, і сэрцам, я веру моцна, што там ёсць сапраўдны Бог, праўдзівы Бог. Якія моманты вельмі важныя падчас святой імшы? Ну, конечно, сам момент консекрации, які уже распачынаецца, калі святар выцягвае руки на знак благословлення гэтага хлеба і віна, якія за хвілінку пасля слоў «бярыце і ешце, гэта цела маё» становіцца сапраўднай тканкай Ісуса Христа. «Бярыце і піце», святар гаворыць на віно, і на гэты момент перамяняецца у сапраўдную кроў Ісуса Христа. І далей адбываецца малітва пасля кансекрацыі. І таксама ўсе гэтыя словы вельмі важныя, але такія, каб яшчэ выдаць, яшчэ якіясьці найважнейшыя, то гэтыя словы, которые называюцца даксалогія. Czyli гэтыя словы, якія святар гаворыць перад Ойче наш: праз Христа, з Христові у Христе, табе, Божа, Ойче усямагутны, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя, і вы адказваеце: Амен. Браты і сёстры,
Może wam kiedyś это говорил, але ksiądz Jan Maria Vianney kiedyś описал в своей книге ситуацию, якую рассказал ему его сябар, ksiądz святар. А гэты святар меў сябра, які таксама вёў жыццё такое вельмі цяжкае, вельмі грэшнае. І пэўнага разу гэты сябар памёр. І гаворыць, што калі мой святар сябар адпраўляў ім шубу на разу, задаў свае пытанне. Цікава, што з гэтым сябром маім, які вёў такое досыць непрылічнае жыццё. Цяжка пра яго было бы сказаць. От адпраўлю яшчэ адну за яго імшу. Але гэта імша была такая незвычайная. От калі падняў я келіх і патэнуў, і перад гэтымі словамі брат Христа з Христом у Христе сказаў у думках гэтыя словы: Боже Ойча, вось у руках моих есть твой сын. Ты маеш маго сябра, які, можа, не вёў досыць хорошае жыццё на гэтай зямлі. Але давай зробім замену. Я табе яго ахвярую, а ты твайго сына ахвярую, а ты майго сябра прымеш узамен таліпа. Як описывает досыць паважная кніга, гэта не выдумка якаясьці, што гэты святар пад канец сваёй імшы убачыў радаснае аблічча свайго сябра і зразумеў, што Бог прыняў малітвы, якія святар заносіць. Які момант у хрысціянстве вельмі важны? Конечно, святая імша. Не хрост, не конфирмация, не першая коммуния, не сакрамент споведи, а не сакрамент Евхаристии, святая імша. Бо все остальные сакраменты берутся с яго и отбываются у ім. Есть такая приповесть об одном купце, який ходил, вандровал и убачил пригожий дом, и он ему сподобался. Пришел до господара этого дому и выкупил этот дом за полцены, что господар хотел продать. Купил этот дом, вельми моцно обрадовался, подумал, какие господар трошки туповатый, что он такой дом не продал, за полцены хороший. Але этот господар сказал ему: добро, я с тобой умову подпишу, продам тебе этот дом, але одну речь тебе не продам, одна речь будет належать на меня только в этом доме. Вот это книга, что тут доказать. Он будет мой. Вызвали адвоката, переписали все в умове. Думаю, добре, что здоровости, а что он там знает? Он даже не виноват, не бачный. Как его бачить, треба можно приглядеться, что там есть какие-то течи, какие не належат для меня. Ну и прошло несколько годов, этот купец там добро жил в этом доме. После нескольких годов вертается господар и говорит: ведаешь что, продай мне этот дом, але за меньшую цену, чем ты у меня купил. Говорит: ты что? Этот дом на тебя не продам в 2 раза дороже. Мне шкода его, был вельми ценный для меня, вельми важный. Нет. Пошел, был господар этого дома в лес, принес его гости зверка, мертвого, дохлого, завесил на гэтым гвоздику, який належав. Пахар гэтага зверка быў вельмі непрыемны, так што нават вочы выдзірала. І так сябры, якія прыходзілі на вячэру, таксама не маглі там пабыць. Размаўляць ніхто не хацеў прыходзіць да гэтага гаспадара. Спустя несколько месяцев купец подумал: навошта мне такі дом? Продал этот дом этому былому господару и до его приналежал. Браты и сестры, до чего эта приповесть? Ну, до нашего життя. Мы уже, пану Богу, продали все життя. Але 10 там один 10 гвоздик остался дьявольский. Який 10 дьявол, что завешивая, как мы не могли войти в ходатайство Божие, как мы не могли изменить свое життя, как мы не захотели шукать ласки Пана Бога, как мы уже марили и думали только про себя. Для кожного з нас гэтым цвіком з'являецца штось. Гэта не означает, что мы повинны быть чистые и пречистые. Мы ніколі не будем, бо наша натура людская, она грешная, и завжди будем дзесьці ісці в якімсьці другім напрамку, где наше тело нас кліча. Але это так само не означает, что мы повинны поддаться, что мы повинны змагаться, штосьці змяняць, не дзякуючы сваім намаганням, але дзякуючы ласцы Пана Бога. І апошняя рэч, якую мы сёння яшчэ прачыталі у другім чытанні, у посланні святого апастола Павла до Эфесцаў. Там тут написано про цікавую рэч,
про жонок, про мужей. Але сэнс на сённяшні дзень гэта не гэта. Адданасць. Падданасць Пану Богу. Будьте адданыя, так як Христос адданы касцёлу. Будьте разом, так як Христос без касцёла не може існаваць, альбо касцёл без Христа не може існаваць. Чаму? Так як, браты і сёстры, чи можна справаваць сакраменты, калі нема Христуса? Не, ну хто їх перамініць, калі нема Христа? Чи може бути Христос без костюма? Так само не може. Но Христос у костелі дзейнічае праз свідочныя знакі, дзякуючы якім мы сьогодні приходимо. І гэтыя знакі, у гэтым знаку мы уже прымем слова Ісуса Христа, в этой звычайнай белой коммуниканте, але у белой этой хосты спожием сапраўднае тело Ісуса Христа. Просим, каб у гэтых звычайных справах штодзённага жыцця вы памяталі, что Бог хочет нас избавить, и как мы захотели отрывать это избавление. Аминь. Строитель неба и земли, у всякого важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, грядущими веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не бесспорного, одиносудного Отцу, раз якого еще сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вчеловечься от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Аминь. До Бога, який з'являється кричанковою метою нашої віри, внесем наші супольні молитви і просьби. Молимся, Святий Костел, как я набужал в сердцах людей веру и любовь, так само надеем на встречу с Отцом в небе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За нашу Ірину, как панавали у ёй супокой и справедливость. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За детей, які в этом годі пойдуть у початкову школу, как их дальнейшее развитие было все ваковым и гармоничным. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За наших близких померлых, особливий способ за Викентия, вот по смерти, как добрый Бог принял его в владарство у воскрослым Паном. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За нас. Учеников этой святой мши, как мы неспинно умацовывались у веры и любви Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и ученика. Днем дякуючи, Отец и Мать Божий, днем всех своих детей, до вечной чин Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 251. Справнённых сердцем, освяти обмывание, песня славы хотевших души. Хай приходит Дух Твой, землю обновить, кто ж плыве успеху, справнённых сердцем,
Иисус Господь. Молитесь, как мою и вашу я принял Бог на эти самотные. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Твой Сын свою як вярой на крыже откупил нас, учинил своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с нами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узноси до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Праведно и справедливо. Справедливо и справедливо, слушно и правоверно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з анgelами, архангелами и с всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Справді, Боже, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя муцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспытно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую отвяру тому в едности с усім костелом. У первый день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на храм повстанциями, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо йому тую ночь, коли был выдадений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тебе складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память.
Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Panie, wspominając zmartwychwstanie ruchu Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение i Jego chrzest, i czekając Jego drugого przyjścia, z podzięką składają Tobie tę żywую i świętą ofiarę. Взглянь просит на дар Твоего Костела и прими его як офяру, якой Ты пожадал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинить нас личным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi sławnymi uczennikami, ze świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i усіми świętymi, prac zastupnictwa jakich, my spodziewamy się na Twoją niestronną допомогу. Просим Ciebie, Panie, niechaj wydaja wiara naszego pojednania przyniesie всему światu supokój i zbawienie. Будь ласкавый умацователь веры и любови костел Твой, який пильгримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, biskupом нашим Юзефом, с усими biskupами, усим духовенством и всем народом Тобой осыпленным. Будь милостивый на просьбу в этой церкви, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлых братов и сестер, Викентия год по смерти, и всех, кто власти Твоей с этого свету одышал. Прими милостиво владарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зими за все радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одурваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христовим у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю волю. Пане, я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 241. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарите Ему. Ведайте, что Пан наш добрый, и Он нас сотворил. Все мы Его дети, все мы Его власть. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. С вдячностью к храму воходьте, спявайте Богу гимны, благословите Его имя, хвалите Пана сегодня. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Гляди, який добрий Бог, і навіки Його ласка. Гляди, який добрий Бог, співай Йому все життя. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, благодарайте Ему. 220. Веди меня, Боже, простемру и ветер, тут видел вашу, спавление святло. Веди меня, Боже, простемру и ветер, тут видел вашу, спавление святло. Боже, Тебе иду,
з любов'ю притулить до серця свого. Мой Бог пастир добрий, меня не покинет, с любов'ю притулить до сердца своего. Боже, к Тебе иду, Боже, Тебе шукаю, Боже, души святом, узношу мой голос до Тебе. Молимся. Милосердный Боже, просветлый Евхаристичный посилок верни здоровье нашим душам. Перемени нас деянием Твоей ласки, да поможи нам, как мы завсёды были Тебе досподобны. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Objawy. 26 żniwnia завтра będziemy wspominać Najświętejszą Panną Maryję Częstochowską. Wyjawa i je tak samo znajduje u nas na wyjawie Świętej Siostry Faustyny. Patrzcie, po tej stronie Macie Boża Częstochowska po prawej Faustynie i zzadzie sanktuarium Częstochowie, a po drugiej Ostrobramska i tak samo sanktuarium z Ostrej Bramy. 27 żniwnia w wtorek uspomинаем святую Монику, а 28 у середу ее сына, святого Августина, бискупа и доктора костела, и она своими молитвами выпросила навертание для сына. А 29 переживаем мученичество святого Яна Хрестителя, который единственный святый, поза Найсвятейшей Панной Марии, кого вспоминается 2 раза в гоdzie. И народжение życiowe i narodzenia dla życia wiecznego. Od następnej niedzieli, 1 września, u naszej kaplicy będzie odprawiać święta msza dziecięca o 12 godzin. Tak samo w następnej niedzieli, 1 września, na świętych mszach u 12 i u 19 odbędzie się błogosławienie dzieci i młodzi i szkolnych prywadów. A święta msza u 12 godzin będzie odprawiona w intencji dzieci, młodzi, nastavnikov, wychowatelów i katechetów naszej parafii. Rozkład adoracji Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie, jak zawsze, od 14 do 19. U środu 28 żniwnia ja Was покидаю, wyjeżdżaję, no mówię, zawsze radujcie się. Wyjeżdżaję na cały miesiąc na rekolekcję w Polskę, в разные места, и под Вроцлав, и там, потом с тем Быткаш, затем потом комиссии мою 8-дневные под Застолевой Болей, там за Ниском, аж под Белгорай, недалеко украинской границы. Буду проводить миссии парафиальные. Будет меня заменять ksiądz Александр, а jak będzie drugi ksiądz, poza naszymi księdzami, czyli moim księdzem Aleksandrem, to nie podchodźcie, tylko записать jakieś intencje. Bo jedni nie mają prawa zapisać, dobra? Kiedy by to tam kto chciał zapisać, czekajcie, albo ksiądz Aleksandr zjawiится, albo ja zjawię. Jak można było zapisać intencje u zakrysty после mszy, albo ktoś by chciał złożyć jakieś ofiary, tak samo, bo to tylko przynależy do naszej parafii. To i ksiądz, który przyjeżdża, otrzymuje ofiarę, pójście za sprawowaną świętą mszu. Dziękuję wielkie za zrozumienie. Как потом не было, что кто-то там шукает лишку интенция, и мамы хавают, бо не каждому это повинно быть дасподобно глядеть, что там записано и как записано. Фильм таємниці з'являється костельной. Дякуем за ахвярование на будову, за спольную индивидуальную молитву, за спевую оправу литургичную, за прибирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тижні святкує день народження, іменини, юбілейні, хто чекає на родів дітей,
за Микиту Вартоломея, батькових розпиць на воду хросту, за добродею хвирадавців нашої парафії, так само будуть добродеї будівництва санктуарія Божої милосердності, з нас, доручаючи кожного поособку, опеці Матці Божої Руженцової, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай оно вас наполнит сопроводной радостью и спокойно. Добро, что вы есть, что приходите, как так было. Далее. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас буду снують по світі. Аминь. За померлого Викентия, Анёл Панский звестовал Панне Марии. И зашла от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется поводья Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталось телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, улил в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занёрское звестование установления Христа, Твоего Сына, размуху Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения прав Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадлеку, теперь и завсюди, и навеки вечная. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай им вечное нехай спочивание. почивают в покое вечные. Аминь. Святый Боже, святый Бог. Святый, беснародный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беснародный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный,
Все могу тым, кто мяне узмацняє, все могу тым, кто мяне узмацняє. Иисус, ён мяне узмацняє, Иисус, ён мяне узмацняє. Все могу тым, кто мяне узмацняє, все могу тым, кто мяне узмацняє. Иисус, ён мяне узмацняє, Иисус, ён мяне узмацняє. Нехай буде похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.